Уладзімір Карват скончыў армавірскае вышэйшае ваенна-авіяцыйнае вучылішча лётчыкаў, пасля чаго быў накіраваны для праходжання службы на Дальні ўсход. У жніўні 1994 года прыбыў у Беларусь, дзе быў прызначаны начальнікам паветрана-агнявой і тактычнай падрыхтоўкі 61-й авіабазы. 23 мая 1996 года падпалкоўнік Карват выконваў учебно-тренировочный полет. Праз 8 хвілін пасля ўзлёту самолет загарэўся. До последней секунды пытался отвести самолет. Делал он это абсолютно полностью обдуманно, потому что по тестограмме, которую расшифровывают после падения, видно было, что до последнего момента он именно пытался отвести самолет по движениям ручки и рулей управления. Не каждый на такое, я думаю, способен, потому что, получив команду катапультироваться, он с легкостью мог покинуть самолет и как бы не задумывался о том, что будет дальше, ему бы за это абсолютно ничего не было. Он принял настоящее офицерское мужское решение. Кожны год урачыстыя мерапрыемствы ў дзень нараджэння праходзяць у роднай школе Уладзіміра Карвата. І сёння на мітынгу памяці шматлюдна, сярод прысутных і родныя героя. Горжусь своим братом. Это гордость. Гордость не только моя, а гордость всей Беларуси, как вы видите. Но это очень тяжело. Это приятно, но очень больно. Больно. Он так любил жизнь, как и мы все. Был у нас очень добродушный, он всех жалел. Он котенка где и то подберет, обогреет его, не говоря уже про людей. У школе кажуць, ідэя запаліць зорку героя ўзнікла яшчэ некалькі гадоў таму, як даніна павагі і памяці Уладзіміру Карвату. Это скорее символ яркой, такой блестящей жизни простого брестчанина. И в то же время это символ, который останется, наверное, в памяти всех учеников нашей школы, в память о маме Владимира Николаевича Карвата. І вось цяпер кожны дзень са змярканнем гэтая зорка будзе запальвацца на будынку школы і ззяць, як зяе подзвіг Владимира Карвата. В небе висит, пропадает звезда, некуда падать.